Добрый вечер, дорогие телезрители. С чего начинается Родина? Она начинается с твоего дома, с твоей улицы, с твоей школы. Родина– это земля, на которой мы выросли. Это культура и обычаи наших предков, развившие нас. С таким девизом мы прошли первый обучающий тур детской телерадиоакадемии «Полярная звезда». Мы, представители агрошкол из 18 улусов нашей республики, прошли обучение в образовательном туре детской телерадиоакадемии «Полярная звезда» национальной вещательной компании «Саха». По направлению телерадиоакадемии и школы здоровья детской городской больницы «Здоровье ребенок, здоровая нация» наш образовательный тур проходил на базе реабилитационного центра детской городской больницы. Мы все прошли полное медицинское обследование, курсы лечения и прослушали цикл лекций «Школа здоровья о здоровом образе жизни». Когда человек курит, то он прокуривает, а больной там сразу видно, кто курит, Благодаря занимательным лекциям знатных людей республики, профессоров Северо-Восточного федерального университета, Якутской государственной сельскохозяйственной академии, мы узнали много нового из истории и культуры о нашей родине. Мы активно обучались азам журналистики, побывали на мастер-классах ведущих редакторов, режиссеров национальной вещательной компании «Саха», участвовали в прямом эфире республиканского радио. Устанаспыт оны сыл тухары Котгулус о Телерадио Академията республикага бир биллер көстүү болду. Оголорган Аллах маннык Телерадио Академия Россия регионор атын сирге барын мен чолкай билбеппин. Бу маннык Телерадио Академияны 10 сылын радио терен тохта жахайда элбео. Хебилигин ағаларынан 190-ға чуға ғыло кәлін бұл академия үйерінен бәйтін біретін қаңатынан оғылыр жоны көтті білсіген, аңда өдіні керіен, Россияны ұстынаяннан, сақаларын сирін чөйдік көрен істен, бәйлерігер тоққа да тәннәммет әлбәқ қылаты келерінен баралар. Бұл академия мен саны ақпар иннігетін дағаны оғылыр бәйлерін интеллектуальный байдарын қаңаталарыгар қаһан барар көмөлөк булуга. Алтта туспа анал кайысканан элелер. Ол кайыскаларга баратыгар туспа жоннор сыгырыллан этергерлы бир качета хок бейлерин сүрөктөрүн багатынан үлелән. Киндерге тохта жахадал бак көмөнү оңроллор. Академияга аңардас келен үйренир еден болбатак. Оны тахынан кулары бер республикатта талалдан калбет оголор кенерте оскола олорун бастыңдары боллага. Олор келендер манда бейдерин доробияларын киттеп огор көтүнеллер, браштарга көрдөрүнеллер. Че быгатын аттакка эргече түнен талахыджан каянан оголорго туакнада булу денилли бите барыта берилли хатир академиядан. Онан бу академия инникитин даганы бейтинлетин бу манны кайысканан салгы ыйта туруден эренебин. Для сплочения коллектива, выработки командного духа и ритма мы занимались под руководством заслуженного работника культуры Республики Саха Надежды Николаевны Константиновой и научились танцевать королевский танец полонез. Запомнили замечательные экскурсии в этнографическом комплексе Чачур-Муран Ирины и Германа Арбугаевых, где не только прекрасно отдохнули на лоне живописной природы, но и узнали много нового и интересного об истории, культуре и традициях нашего народа.
Наша родная телеакадемия «Полярная звезда» создана в 2000 году первым президентом республики Михаилом Ефимовичем Николаевым. Благодаря Михаилу Ефимовичу вот уже 13 лет проводятся образовательные туры «Родной мой край. Мировая цивилизация». Нам выпала честь встретиться с первым президентом Республики Саха-Якутия Михаилом Ефимовичем Николаевым, давшим начало нашей детской телерадиоакадемии «Полярная звезда». В огромном зале нового спортивного комплекса «Триумф» мы услышим лекцию Михаила Ефимовича Николаева «Время жить и творить». Мы, юные корреспонденты образовательного тура «Родной мой край», выпускники Академии и более 3500 студентов учебных заведений города Якутска 12 ноября посетили актовую лекцию «Время жить и творить» первого президента республики Михаила Николаева. Встреча, состоявшаяся в спортивно-зрелищном комплексе «Триумф», была приурочена 75-летию государственного деятеля, почетного профессора многих российских высших учебных заведений Михаила Ефимовича. Выступая перед нами, первый президент, духовный просветитель нашего народа, подчеркнул важность правильного распределения времени, его ценность. Дорогие студенты, уважаемая Евгения Исаевна, приглашенные, я искренне рад сегодня предоставленной возможности выступить перед студентами всех вузов нашего города. Я не лектор, поэтому, возможно, буду говорить не так, как ваши любимые профессора, доктора, которые вас учат, преподают. Мне, пожалуй, впервые в жизни перед такой аудиторией приходится выступать. Я действительно родился в очень тяжелое время для нашей страны. Безусловно, все это отразилось и в мою жизнь, мой характер, мое видение. Я горжусь немало сделанной мной и будучи министром сельского хозяйства, и будучи президентом республики, хорошо познакомился с лидерами мирового сообщества, очень многими королями, президентами, главами государств встречался, разговаривал. И я приходил всегда к одному и тому же выводу. Ничем они не отличаются от нас. Видимо, Творец, который создавал нас, человека, заложил такие механизмы, такие гены, чтобы они не различались друг от друга. По внешности, конечно, различаются, но по видению, по подходам и так далее мы нисколько не уступаем. Нисколько не уступаем. Когда был в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, когда выступал в Европарламенте, Индийском парламенте, когда выступал, я всю дорогу чувствовал силу, мощь моего народа. И всегда, как будто рядом, как будто внутри у меня сидит дух якутского народа, который передавал мне силу. И всегда мы говорили о нашей России, о будущем России. Конечно, сегодня, возможно, не в том авторитете Россия, возможно, находится, но вектор развития и самое главное – развитие человека, человеческих ресурсов, именно право человека с рождения. Это в недалеком прошлом вообще в российском менталитете не было, которое сегодня закреплено
основном законе Конституции России Федерации. Это главное, и основываясь на этом, мы поднимемся. Дай Бог нам всем счастья, благополучия и творчества. Из дневника юнкора Нюргуяны Савиной «Абыйский улус». Многие студенты и мы, юнкоры, напрямую задавали вопросы первому президенту, пообщались, услышали напутственные слова. Он прежде всего был человечный. Он любил свой народ, свою родину. С другой стороны, конечно, он компетентный, по крайней мере, во многих аспектах, в котором живет народ. Не узко специальность. Третье. Если мы говорим о власти, куда придет этот человек, власть – это не наемный работник. Власть – это огромная ответственность. Поэтому всегда он чувствовал обязанность перед своим народом. Действительно, это очень нужная академия. Нужно в каком отношении, что ли, огромное количество людей без понукания приходит в эту академию с одной целью – развивать свои таланты. Через эту академию очень много наших ребят повидали мир. Они очень много зарубежных поездок. Я за открытость, за общение в глобальном мире. Ланкорер Буллакка быйылгы жылга сылыстата Алексей Алексеевич Колоковская, Аксакаля, интеллигенция урыпыт сурубун республикадына да кенник юллестилер болус ишугай биум нуапыт кине аңарда сурубун наре болбата суруп быгытна болбакка бейик кинне итине кине кестила немет биге булгуччо ити этиллибиттерге лоуран үлебитин хамнас битинтер якустаакбыт ититтен атыннык эппик кихини мин өйдөбөппүн агаттан дааны учаттан дааны ака омуга хайдар суоларын тугуна кэлбис уран бербите иккихинен баайер үсетте толла денете канада очотого кинетитигер кайдагара бомук эстен калын сөктен, потому что юрактак кихагы яктен. Этите билигин туолла оны кутта хох болла денете канада. Саха кихите, саха муга, саха нацияте, бейте университеттах, институттах,
научный читтер институттарда бетелбах сүйінін дөнче ақсанна үддуырақта интеллигенциялар дұробия қарысталығар уақан үләні үйдар дылын сайынларар онан белеген сақа ұмыға симериен қады сөптен толқой оқ беге 5 бүтінлі бір әтилақ бет емелейбет айдар холка ақа ұмыға тұрда ден әтір қақтақ бұд. Мы слушали твои вопросы, они нам очень понравились. Расскажи, пожалуйста. Первый вопрос был, что вас вдохновляло и что заставляло вас держаться за свою жизнь и за свое будущее. Я знаю, что вы пережили очень многое. Вот. Второй вопрос — это каково было быть студентом. Михаил Ефимович ответил мне на мой вопрос. То, что он учился до 3 класса, вот, и то, что он жил в интернете, и то, что у него не было семьи. Вот. И третий вопрос, я вот напомнил ему его приезд 10-летней давности, когда он приезжал в Горный Улус, в село Бердигостях, и наградил нас, ну, то есть меня и других ребят, сумками, ручками и одной медалью. Вот. И он был его ответ был, он был очень тронут тем, что мы помним этот день. Наша родная академия учит нас самому главному – правильно управлять временем, беречь свое здоровье и всегда самосовершенствоваться, как учит и советует нашему поколению Михаил Ефимович Николаев. Для меня большая честь оказаться на актовой лекции первого президента нашей республики Михаила Ефимовича. И я сегодня его увидела впервые. Мы прослушали очень познавательные истории и в этой большой аудитории. И было очень приятно услышать напутствующие слова, так как будущее зависит в руках молодежи. Вот я удивляюсь, какими великими людьми могут быть, например, такие люди, как Михаил Ефимович. Услышав его лекцию, да, которую он прочитал перед публикой в 4000 человек, его голос был очень властный, очень уверенный в себе, да? Он мыслит очень глобально, и проблемы он решил, я думаю, очень локально и достойно защитил, можно сказать, честь и достоинство республики. Ну, Михаил Ефимович, он очень любит свой народ, конечно, и вот таким должен быть настоящий лидер, как я думаю. На этой лекции я еще раз убедился в том, что, не знаю, теперь это мой идеал, наверное, я буду на него равняться, да? Вот так вот. И в глазах у него такая уверенность в себе. Сегодня мы услышали лекцию такого глубоко уважаемого человека, как Михаил Ефимович Николаев. Услышали от него много полезных советов и услышали те правильные вещи, которые он думает о нашей республике, о нашем будущем развитии, о истории наших предков, о том, что его вдохновляло и то, что его сподвигало на его дальнейшие труды. Сегодняшняя лекция, я думаю, дала много нового каждому человеку, который сидел в этом зале. Его наставления заставляют задуматься о многом и дают идеи для нового старта будущему поколению. Из дневника юнкора Туйгуны Атласовой, Хангаласский улус. Лекция Михаила Николаева была живой, интересной, вдохновляющей. Его слова «И мне не стыдно ни за один прожитый год» заставят нас задуматься о многом. Я верю в свой народ, я верю в свою республику, я люблю искренне. И все мои помыслы,
вся моя деятельность посвящена республике, чтобы республика поднялась. И она поднялась. Пройдет еще 10, 20, 50 лет. И вы, когда на наши места придете, повзрослеете, будете руководителем республики, мы, нисколько не смущаясь, сегодня передаем вам в руки бразды управления, поскольку растет здоровое, патриотичное поколение граждан нашей республики, нашей России. Любите землю якутскую, любите своих родителей, гордитесь своим университетом, своим высшим учебными заведениями. Я искренне хотел бы видеть, жить вместе долгие годы, и моя участь будет радоваться вашим успехам. Сегодня нам выпала огромная честь побывать на актовой лекции Михаила Ефимовича Николаева. Сегодня он рассказал нам о своем жизненном опыте, что для нас будет большим уроком и примером. После лекции мы сфотографировались с первым президентом и выпускниками нашей любимой полярки. Вот и подошла к концу эта замечательная лекция, которая заставит нас задуматься о многом. И я надеюсь, что это не последняя встреча с нашим уважаемым Михаилом Ефимовичем Николаевым. 2013 год – год развития села, объявленный президентом Якутии Егором Борисовым. Планируется расширение сети агрошкол. Мы, представители агрошкол, будущие хозяева земли, патриоты села, поддерживая идею президента, учимся, творим, что процветала наша любимая Якутия. Вот и закончился этот замечательный период. Где все мы получили огромный опыт и массу положительных впечатлений И и новых новых друзей. друзей.